2-3. Информация о совместном сотрудничестве по науке. Уважаемые магистранты, докторанты специальности фармация и ТФП, приглашаю всех желающих заниматься совместно научной работой по направлению изучения отечественных лекарственных средств растительного и животного происхождения, разработка из них новых фитопрепаратов, а также по теме стандартизации и контроль качества лекарственных средств. Я, Саякова Галия Мурзагалиевна, профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники Казанского национального медицинского университета имени Асфандиярова, могу быть руководителем или научным консультантом по разработке, созданию, проведению анализа, стандартизации и контролю качества лекарственных средств. Актуальность темы. Актуальной проблемой в настоящее время фармацевтической отрасли является разработка и внедрение импортозамещающих лекарственных средств, в том числе лекарственных препаратов растительного и животного происхождения. С одной стороны, разработки и внедрение конкурентоспособных импортозамещающих лекарственных средств содействует успешной реализации стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 года и, с другой стороны, обеспечивает лекарственную безопасность нашей страны. С целью создания новых лекарственных фитопрепаратов сейчас значительный научно-практический интерес представляет научные разработки и изучение отечественных растений, сырье растительного и животного происхождения, которые нужно внедрять в практическую деятельность. Приглашаю всех желающих вместе проводить совместную научную работу, и поэтому дам некоторые нужные и важные рекомендации проведения научной работы. Что включает готовый анализ? Эта структура корректно подготовленного документа содержит следующие элементы: название работы, место публикации, информация об авторах, обоснование актуальности выполненного исследования, наличие или отсутствие новизны, новых сведений, которые могут оцениваться как вклад в отрасль, соответствие стилистике, грамотность и релевантность сделанного обзора литературы, репрезентативность приведенных фактов и аргументов, значимость работы для научной области, аргументированность сделанных выводов. Виды анализа. Сегодня выделяют следующие разновидности анализа научно-исследовательских работ. Это критический анализ. Он выполняется для всесторонней оценки научного труда на основании ряда важных критериев. Стилистический анализ. Проверяется соответствие документа действующим требованиям, текстовому оформлению, отсутствие тяжелых и сложных конструкций, уместность, применение профессиональной терминологии, качество приведенных доказательств и их весомость, качество и объем применения схемы, аргументирования, проверка сделанных цитат и их соответствие исследуемой теме, связанность структурных составляющих элементов текста. Также существует факторный анализ. В данном случае выполняется оценка репрезентативности фактов, насколько они точны и объективны. От качества факторной базы зависит информативность материала, естественно, и ссылка по теме, как срочно опубликовать вот эту научную статью, как сделать анализ научной статьи. Вот здесь главной задачей при анализе является оценка значимости работы как источника объективной и ценной для практики и теории информации. В связи с этим план анализа научной статьи начинается с ее детального изучения.
Если в ней встречаются неизвестные термины, необходимо сначала изучить, разобрать их значения, а затем перечитать текст еще раз. К методике анализа научной статьи необходимо переходить только после того, как тема стала понятной. Чтобы не упустить важные моменты, рекомендуется использовать шаблон с критериями для проверки. Вот перед вами критерии с левой стороны, а с правой написано, что же ценность тут представляет, как ее делать. Место публикации и автор. Во-первых, здесь обращают, кто написал статью, фамилия, имя, отчество автора и место его работы, авторитетность журнала, в котором была выпущена публикация, индекс его цитируемости, соответствует ли наименование работы ее содержанию и стилистике. В разделе «Критерии актуальность» необходимо указывать, востребована ли на данный момент тема работы в науке и обществе, как давно была опубликована научная статья. Если при анализе научной новизны обращать внимание новые сведения, которые можно оценить как ценный вклад в науку. Жанр, критерий. Обращает внимание, отвечает ли представленный материал действующим требованиям написания научных работ и академического письма. Очень важна языковая составляющая, есть ли клише и устаревшие обороты, термины. Насколько качественно и правильно составлена доказательная база. В идеальном варианте каждое доказательство выстраивается по схеме тезис и аргумент. Общее число использованных цитат, их точность, их корректность применения и целостность структуры. Далее, качество выполненного литературного обзора обращает внимание на количество использованных источников, их авторитет и релевантность основной тематики. Репрезентативность. Ведущее внимание необходимо уделять присутствию объективных, достоверных данных. Это результатов опроса, выполненных экспериментов, мнений обязательно экспертов, официально подтвержденных данных и сведений и так далее. Их количество и качество составления определяет информативность всего материала. Критерий теоретической и практической ценности исследования заключается в получении в ходе выполнения исследовательской работы новые знания, где можно применять полученные результаты и как они повлияют на текущее состояние теории и практики, была ли выполнена апробация работы. Обоснование сделанных выводов включает, можно ли соотнести сделанные автором выводы и факторы, которые были приведены в тексте. Уважаемые коллеги, студенты, магистранты, докторанты, вашему вниманию я специально подготовила эту поучительную презентацию. Тем самым показываю свою состоятельность и возможность проводить научные исследования. Наша кафедра фармацевтической и токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники очень хорошо оснащена современными техническими средствами, поэтому позволяет в настоящее время проводить научно-исследовательские работы. Мы в тесном контакте сотрудничаем по научной работе не только с отечественными учеными, например, Институт фитоинтродукции ботаники, ботаническим садом, лабораториями, некоторыми испытателями, но и учеными ближнего, это Россия, Санкт-Петербург, Москва, Харьков, но и странами дальнего зарубежья, Америка, Словения, Братиславе, Польша и так далее. Поэтому выбирайте нашу кафедру по магистратуре и докторантуре. Приглашаем проводить совместно научную работу. Спасибо вам всем за внимание.